Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие друзья. С вами я, Джамбулат Умаров, со своим грозным взглядом. Сегодня мы с вами поговорим о цензуре. Дело в том, что традиция цензуры как таковой, она насчитывает многие тысячелетия. И мы помним из истории, из античной истории, когда придавали остракизму тех, кто нарушали общий этический порядок. Но эта история развивалась, и если мы с вами будем говорить о более поздних временах, мы помним и специальные отделы, и Бенкендорфов помним, и помним цензуру во времена Советского Союза, красную цензуру. Мы все это прекрасно помним, мы помним худсоветы так называемые и так далее. Но что было тогда и что мы имеем сегодня, когда цензуры нет? Посмотрите, почему сегодня очень многие признают, и не те, которые только жили во времена Советского Союза, даже те, которые живут сегодня, признают, что самые прекрасные фильмы, которые они смотрят с удовольствием, есть специальные рубрики «Наше кино», «Наше любимое родное кино», да? Мы его с удовольствием смотрим, эти фильмы 50-х, 60-х, 70-х, вплоть до 90-х годов. Мы вновь и вновь вытаскиваем из любимых архивов эти фильмы и смотрим. А почему мы их смотрим? Ведь тогда была жесточайшая цензура. Да потому что там прославляется свет, там воспевается победа этого света над тьмой, там каждый поцелуй на счету, там каждый взгляд на счету. Это было прекрасное время, когда люди отводили глаза от этих вот щепетильных моментов, которые сегодня выпячиваются, на которых сегодня нет никаких покрывал. И не зря Хабиб Нурмагомедов буквально бил в набат, как мусульманин, и не только как мусульманин, потому что христианская идеология, христианская вера, она тоже предусматривает целомудренность. Так вот, это был набат целомудренности кавказского парня, когда шла речь о разнузданном и достаточно сомнительном певце по прозвищу, или, я не знаю, по имени и фамилии Егор Крид. Может быть, он и духовен, я не смотрю его концерты и не делаю этого принципиально, потому что я живу на другой культурной планете. И когда сегодня тот же Хабиб Нурмагомедов опять бьет в набат целомудрия, мы смотрим, в чем дело. Мы заглядываем в Дом дружбы в Дагестане и видим, что голая, полуголая, назовем ее так, женщина в бикини, так сказать, мне даже неудобно вам это рассказывать, да, то есть идет какая-то имитация какого-то, я не знаю, то ли акта, то ли еще какая-то сцена, но на это омерзительно смотреть, и это такой хлесткий, очень жестокий, очень коварный удар по кавказскому менталитету. И поэтому мы сегодня, считая себя истинными патриотами России, целомудренной России, мы пошли за целомудренной Россией, мы пошли за духовной Россией, мы не пошли за Россией, где возводится, так сказать, на высочайший пьедестал охота за мужчинами. Мужчина должен быть охотником. Мужчина должен быть добытчиком. Мужчина должен охотиться за красивыми, целомудренными женщинами, скажем, кустодиевского образа. Вот этими женщинами, которые могут кормить своей грудью малышей, которые могут их растить, которые могут их здоровыми рожать и давать им здоровую духовную свободу, а не вседозволенность. Поэтому я считаю, что мы с вами должны понимать одну самую главную вещь, что не надо другого оружия против великого государства. Ядерная война – это очень дорого, нас очень много, и пространства наши необъятны от Калининграда до самого Владивостока, поэтому нас лучше убить духовно. И закрывая эту тему в заключение, я как министр хочу сказать, как человек, который находится на государственной службе, которому тоже доверено многое, что связано с духовностью наших людей. Я хочу сказать, что и Русская Православная Церковь, и многомиллионная умма мусульман Российской Федерации сегодня очень критично настроены к тому, что вываливается на наши экраны, на наши театральные подмостки, на наши выставки. Поэтому, как министр, я бы хотел, и была бы моя воля сегодня, и я буду генерировать это, и буду толкать это вперед, чтобы все-таки на законодательном уровне, повторяю, был какой-то орган, может быть, какой-то комитет, какой-то совет, который бы
защитил нас не от высокого искусства, а от безвкусицы.